Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Еще в 80-х годах даже сама мысль отправиться на машине, например, в Нижнеколымский или Верхоянский районы вызывала чувство ужаса. Однако многие дальнобойщики, преодолевая поджидающие их на дорогах трудности, все-таки доставляли продукты и товары в отдаленные северные населенные пункты. Уже с 2000-х годов проблема северного завоза начала расти как снежный ком. Однако в наши дни вопросам транспортной доступности в Якутии уделяют достаточно внимания. Это и нацпроекты, и законы о северном завозе. О том, как прошла навигация в этом году, какие меры по совершенствованию транспортной системы у нас в регионе принимаются, и не только об этом, сегодня поговорим с гостем студии Владимиром Сивцевым, министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Добрый вечер, Владимир Михайлович. Добрый вечер, Ирина. Ну, раз начали с навигации, да, с северного завоза, по прогнозу сроков ледообразования в акватории моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря у нас ожидается завершение навигации позже в этом году, примерно на 10-15 суток, если я не ошибаюсь. Вот что там такое Да, происходит? действительно, по Северному морскому пути были продлены сроки. Они в том числе уже истекли до 15 октября. Обычно это проходит 1 октября. Но до 15 октября продлены сроки. Мы значит, отрабатывали с Росморечфлотом и перевозчиками для продления. Там сложились традиционно уже значит, более теплые температуры, более благоприятные условия для навигации. Вообще в планах бы по-хорошему в целом на постоянной основе закрепить этот срок, а не каждый год обращаться за продлением сроков навигации. Это вот то, что климат меняется, да? Да, безусловно, климат, природа, климатические условия абсолютно сейчас влияют на всю транспортную доступность и по всей территории республики. Ну и, соответственно, у нас с перевозчиками необходимо было выполнить определенные условия, в том числе по безопасной навигации в акватории, значит, Северного Ледовитого океана. И, соответственно, они были выполнены. Не всеми, но все, кто выполнил, они поработали. И это было важно, особенно когда у нас на барах реки Яна и Индигирка у нас в этом году были большие сложности. Вода падала иной раз и до менее полуметра. И значит, здесь благодаря большой слаженной работе даже там, комиссии, которая была на уровне правительства сформирована, благодаря перевозчикам, Министерству по гражданскому обороне и обеспечению жизнедеятельности населения, сегодня завезен достаточно необходимый груз, хотя с опозданием на 25-30 дней, но достаточный груз завезен он примерно до сроков, до конца января. Отдельные грузы остались в Нижнеянске и не дошли до Усть-Куйги, но мы сегодня специально для казенного предприятия «Дороги Арктики» в том числе закупили технику для открытия, для пробивки более ранние сроки автозимников. И я уверен, что мы эту работу обеспечим, и все грузы будут доставлены. А это вот про какой объем грузов идет речь, чтобы... Значит, завезено порядка 65 тысяч тонн при плане 90 тысяч, поэтому где-то порядка 25 тысяч тонн осталось в Нижнеянске. Но это не жизнеобеспечивающие грузы, это не топливо, соответственно. Это в основном уголь, стройматериалы. Соответственно, я уверен, что мы справимся с ситуацией на контроле, в том числе у первого зампреда правительства Дмитрия Дмитриевича Садовника. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моему гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм текстом на номер 8 914 235 05 02. И, конечно, можно задать вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы его скачать, надо отсканировать QR-код, который вы видите на экране, и во всплывающем окне задать вопрос. Давайте теперь о паромах. Это вот такая... Каждый год этот вопрос с паромными переправами. Она будет работать до конца октября, да? Ну, сегодня погодные условия, значит, позволяли работать, соответственно, и вот мы определяли ориентировочную дату 25 октября, но уверен, что еще на этой неделе паромы
значит, еще будут работать. Сегодня на паромной переправе я бы хотел бы сразу же обратить внимание, есть два причала, с которых работает, ну, то есть две группы причалов, с которых работает сейчас перевозчик. Это ООО «Паромы Якутии», вы видели, наверное, где накопители созданы, соответственно, благоустроена территория. И, соответственно, там 12 паромов, ну, в целом у них порядка 8 паромов, и причал ассоциации АЯМ, ассоциации строителей АЯМ. Они работают порядка на 4 паромов, всего 12 паромов. Насколько будут позволять погодные условия, настолько будут и ходить до первого льда. Каждый день это мониторится контрольными, соответственно, контрольно-надзорными органами, портовым регистром, речным регистром. Ну и, соответственно, после появления первого льда, после запрета, соответственно, паромная переправа завершит свою работу по маршруту Нижний Бестях-Якутск. Просил бы всех автолюбителей, жителей столицы и гостей планировать свои поездки заранее. Если сказать по тарифам, то на паромах ассоциации АЯМ паромы остались в летние тарифы остались на паромах. А что касается паромов Якутии, то здесь в период межнавигационный период приказом Государственного комитета по ценовой политике устанавливается предельный тариф, возможный в связи с неблагоприятными условиями. Соответственно, там принято решение, что по грузовым машинам в части для обеспечения социально значимыми продуктами и другими грузами тарифы повышаться не будут, а по легковым будет небольшое повышение. Значит, если, к примеру, взять там, машины от 1,5 до 1,9 тонн, разница между 950, 1100, может быть, 1300 рублей. Ну, чтобы понимали, это наиболее распространенный вес легковых автомобилей. Надо отметить, что после завершения уже устойчивого льдообразования, завершения этой работы, этой переправы в Нижний Бестях-Даркалах, буквально сегодня тоже обсуждали вопросы паромной переправы с ледокольной проводкой по маршруту Жатай-Техтюр. Традиционно для обеспечения доставки тоже социально значимых грузов, кто, может быть, не успел строительные материалы доставить, или, может быть, кто-то не успел переправиться по каким-то нуждам на ту или другую сторону, будет работать по маршруту Жатай-Техтюр паром с ледом. Ледокол будет. Ледокол будет работать. Вместе с тем хотелось бы отметить, что тарифы там не регулируются достаточно. То есть они как сами хотят, так и устанавливают? Да, они, безусловно, закладывают, перевозчик закладывает в тариф все свои затраты. Это и подъездные пути, это и топливо, которое... Но и работа ледокола, собственно говоря. Да, безусловно, самая весомая статья — это работа ледокола, который иной раз по наполняемости может работать только за один день. Он иногда бывает делает только один рейс. Понятно, что не все затраты. Обычно всегда это для предприятия это убыточно. Но, тем не менее, перевозки имеют социальную направленность. Все равно мы просим перевозчиков это делать. Но пока график не поменялся, да, на паромах? Если говорить о паромной переправе Нижний Бестях, Якутск, которая сейчас еще работает, я уверен, еще несколько дней будет работать, график все-таки поменялся. Работают теперь с 6 часов до крайний рейс 22 часа. И надо отметить, что паромы Якутии, это где накопители, они работают по расписанию, у них интервал 40 минут, по информации перевозчика. И, соответственно, ассоциация АЯМ, отдельно стоящий причалы. Они там по наполнению? Они по наполнению. Как только наполнится, сразу выходят. И еще запустили судно на воздушной подушке.
Да, что касается судов на воздушной подушке, тоже вообще в период межсезонья очень такой в части транспортной повестки, да, он всегда активно обсуждается, транслируется там ужасные вещи там, в соцсетях, ну, условно говоря, как перебирается там, с одного берега на другой. И здесь надо справедливости ради отметить, что на самом-то деле в нашей большой республике развитие транспортной инфраструктуры ну, буквально началось не так давно. Например, та же трасса, например, федеральная трасса Вилюй была передана в 2007 году в федеральную собственность. Тогда там вообще дороги не было. Или взять пример участок этой дороги через Вилюйск, который мы недавно открыли в 2020 году. Ну и, соответственно, вы видите, что происходит сейчас на паромной переправе, как там сейчас благоустроено. Раньше, согласитесь, еще совсем недавно было. Там доходило до, значит... Ну, там не до поножовщины, да, но до ну, драк да, до драк вполне доходило, могло да. доходить, да. Двигаемся планомерно, договариваемся в прямом диалоге с перевозчиками. Вот. К сожалению, не все получается, в том числе в части договоренности. По судам на воздушной подушке со стороны правительства и министерства была проделана колоссальная работа. За счет внебюджетных средств была подготовлена новая площадка на подстанции Намыв, где-то в 204-м микрорайоне. За счет средств Дорожного фонда республики выделено порядка 238 миллионов рублей для строительства подъездной дороги к этой подстанции, для новой стоянки судов на воздушной подушке. Ну это то, что вот возмущались жители 202-го, 203-го. Да. Мы знаем об этой проблеме, наблюдаем за ней и всячески помогаем. Вместе с тем, к сожалению, вот даже буквально на прошлой неделе на совещании, где мы договорились с перевозчиками, Ленаводсервис, договорились с городским округом, к сожалению, коллеги уже в эту субботу вышли опять на 202-й. Ну, все условия созданы с нашей стороны. То есть деньги им выделены для оборудования? Нет, там они не тратились вообще ни на что. Просто будьте добры, встаньте на 204-м, не мешайте жителям 202-го, 203-го и работайте там. Бесплатный шаттл до конечной остановки, которая возле парусов, город должен был обеспечить. Набережная Романа Дмитриева должна была быть закрыта. Вот. К сожалению, ни того, ни другого не сделано, хотя... То есть со стороны городского округа не сделано, получается? И городского округа, и перевозчиков самих. Тоже, да. Хотя никто не возражал, все договорились, условно говоря, на берегу. Буквально там, это была среда прошлой недели. А ВУЗ и ныне там, да, как говорится? ВУЗ и там. Но я уверен, что коллеги перейдут в скором времени. Я думаю, что коллеги сдержат свое слово и перейдут в скором времени на новое место. Тем более оно должно в следующем году, вообще в целом. 5 ноября обещают контракт уже, там тоже начнут строительство дороги. Соответственно, уверен, что и там мы благоустроим и организуем, как это должно быть в нормальных, цивилизованных странах. Ну, надеемся, что так и будет. Давайте теперь к аэропорту. У нас завершился, наконец-то, ремонт взлетно-посадочной полосы в Якутске. Да, долго шел, поэтапно ремонтировали. Что там? Все доделали, сертификацию прошли? Да, по нашему аэропорту, столице республики, города Якутска, для нас был важнейший проект этого года. Необходимо было завершить. И если с первым этапом, во-первых, делали поэтапно, для того, чтобы в целом не закрывать всю полосу на год. Вы знаете, были ограничения по полетам тех или иных самолетов. И очень важно было завершить в этом году и к зиме подготовить сдать полосу для того, чтобы летать на всю длину. Открыть ее для всех типов воздушных судов. Не только для маленьких Да, не только для маленьких самолетов, но и для среднемагистральных, широкофюзеляжных самолетов, для осуществления прямых рейсов на ту же Москву или Санкт-Петербург. Вот. Сегодня
Да, с небольшим опозданием. Планировали 15 сентября, но благодаря слаженной работе и поддержке Росавиации, Ространсмодернизации, самого аэропорта Якутск, мы постоянно практически находились на полосе, контролировали, и 3 и 4 октября, соответственно, соответствующие документы все получили. Важнейший, еще раз скажу, проект для того, чтобы обеспечить транспортную доступность в условиях, сегодняшних условиях дефицита воздушных средств вообще в целом по стране. Если бы не открылись на всю полосу, ну, практически бы, может быть, и там ограниченно летали. Сегодня уже... Ну, вот людей-то больше всего волнуют как раз цены на авиабилеты, да, на расширение маршрутной сети, стоимость авиабилетов Москва-Якутск. Ну, Отразится это как-то? сегодня, да, в неделю осуществляется 20 рейсов в Москву из Якутска. Летает Аэрофлот, С-7, Уральские авиалинии, Якутия. Вместе с тем билетов все равно не хватает. Не хватает, ага. Не хватает по минимальным там, экономическим тарифам, их не хватает. Ну, буквально сейчас можно сказать таким образом, что до там, 10 ноября там, точно можно, только дорогие билеты остались у всех авиакомпаний. Здесь нужно сказать, что мы проводим в том числе дополнительную работу по привлечению, например, сейчас работаем с компанией Nordwind, чтобы открыть рейсы до Казани, чтобы дать возможность жителям республики, соответственно, ну, через крупнейшие транспортные узлы добраться до каких-то мест проведения отдыха, лечения и так далее. Нужно сказать, что вот количество действительно самих самолетов, их в целом по стране не хватает. Об этом пишут и крупнейшие перевозчики. И здесь определенный дефицит имеется. Ну вот, например, но дефицит он всегда сезонный. Но нужно отметить, что вот до 15 ноября он всегда в дефиците, в том числе из-за каникул, значит, осенних у школьников, которые, может быть, едут там куда-то там в экскурсионные туры и так далее. После 15 обычно ноября некий ажиотаж спадает, но буквально до Нового года. До Нового года, да. Поэтому тоже необходимо, я считаю, ну, заранее планировать поездки и, соответственно, безусловно, искать более удобные маршруты, более удобные тарифы. Глава республики говорил также о планах по реконструкции международного терминала аэропорта Якутск. Там вот как работает? По международному терминалу проект вот буквально недавно, значит, зашел в экспертизу. Мы ожидаем его выхода. Опять же, в связи с санкционным давлением его нужно было переработать. Сегодня проект готов. Значит, ну и на последнем Восточном экономическом форуме мы еще раз вернулись к разговору с Внешэкономбанком, ну, с госкорпорацией ВЭБ, соответственно, ну, как бы, так скажем, вернуться к этому проекту и запустить его. Я уверен, что сегодня, ну, в следующем году, ну, там уже, наверное, после Дикой Азии, мы обязательно запустим этот проект. То есть в Дикой Азии все-таки в старый терминал прилетят еще? Ну, там просто не успеть по времени. Знаете, вот когда принято решение было, да, например, потом проектно-сметная документация, потом внешние обстоятельства. Ну да. С момента принятия решения до реализации какого-то проекта, будь то дорога, там, аэропорт или еще что-то, проходит не менее там, 3 лет, там, 2 точно. Ну, это крупные проекты. В наших условиях это по-другому. Но работы по реконструкции аэропортов ведь, ну, не только в Якутске проводятся. Да. В Нерюнгри очень долго велась тоже реконструкция. Малые аэропорты. Здесь надо отметить следующее. Взлетно-посадочные полосы. Да, есть также в том числе связанные, ну, были неудобства, допустим, связанные с закрытием аэропорта Уснеры. Да, там достаточно продолжительное время аэропорт
не работал, но просто технологически нужно было закрыться для того, чтобы сделать до конца на всю длину взлетно-посадочной полосы. Работа завершена, 20 октября рейсы регулярные запущены. Ну, с разовых разрешений, но тем не менее. По Черскому тоже сложнейшая логистика доставки тех же там плит, стройматериалов. С карьерами было не все удачно у подрядчика. Но, тем не менее, сегодня завершается работа, объект почти готов, и мы рассчитываем 1 ноября открыть Черский. Действительно, жители не испытывали серьезные неудобства, летали с пересадкой через Среднеколымск, пересадкой на вертолеты. Мы субсидировали эти тарифы как могли. Соответственно, тоже не хватало билетов, но мы находимся на финишной прямой. Уже вот там контрольная комиссия Ростехнадзора уже там провела работу, сейчас ждем результатов. Ну и идут сейчас работы завершаются работы по Нирингри. Там ожидаем, что 15 ноября комиссия выйдет на итоговую проверку. Там аэровокзальный комплекс. Важно его запустить в этом году для, в том числе, обслуживания магистральных аэропортов. Вы знаете, там, чего греха таить, уже давным-давно непригодный, холодный здание аэровокзала. Ну и аэропорт Полярный, Мирный, в котором сейчас идут работы. По Полярному также есть здесь необходимость, есть ограничения по типам самолетов ввиду, условно говоря, документарных там проволочек, и, соответственно, здесь, я думаю, заказчик в лице федерального бюджетного учреждения Росттрансмодернизация, я думаю, они доведут эту работу до конца и в скором времени все документы приведут в порядок. Ну и ремонт дорог — это, конечно, такой вопрос, который жителей Якутии волнует всех в любой ее точке. Вот что сейчас, какой план у нас по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2023 году и региональные дороги, мостовые переходы? Что там сейчас, как работа идет, что происходит? Значит, что касается дорог, это тоже крайне актуальная тема для населения. Здесь хотелось бы что сказать. Тоже буквально совсем недавно, можно так сказать, по меркам, еще раз говоря, от момента принятия решений к реализации, начал реализовываться национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Инициированный президентом страны. Инициированный, действительно, президентом страны. Важнейший и самый, так скажем, наверное, общественно значимый проект. И сегодня, благодаря этому проекту, мы буквально с прошлого года смогли проработать с федеральным бюджетом о предоставлении, например, средств в размере 4,5 миллиарда в год. Таких средств никогда не выделялось, на дороге, на региональные дороги и города Якутска не выделялось. Сегодня городу Якутску выделяется порядка 2,5 миллиардов рублей для приведения, в нормативное состояние улиц города. Вы видите, улучшаются дороги к социальным объектам, центральные улицы делаются. Если до этого мы с городом планировали, например, пригороды и так далее, то сейчас это центральные улицы, Пояркова, проспект Ленина. Если по пригородам говорить, то сегодня Новая Табага, она практически вся заасфальтирована, если кто, может быть, не заметил. Безусловно, в планах на следующий год начать реконструкцию, наверное, многострадальной улицы 50 лет Советской Армии. И если в целом говорить про дороги муниципальные, то за последние 2 года удалось
практически до миллиарда в год предусматривать средства местным бюджетом на улучшение их улично-дорожной сети. То есть это мы не только про Якутск говорим, про другие городские агломерации Да, тоже, это да? Не только, Алдан, Ленск, не только городские, Нерюнгри. по агломерациям я отдельно остановлюсь, но это населенные пункты в улусах, в районах, райцентры, районные центры. Сегодня там практически более 130 километров муниципальных дорог ремонтируется. И если вот за последние 2 года мы обращали внимание на улично-дорожную сеть самих населенных пунктов, то сегодня видим вот в связи с природно-климатическими условиями, да в целом, что значит, в центральных улусах, в том числе из-за пожаров, дождей отдельных, вообще давным-давно уже не ремонтировались межмуниципальные, да, межпоселенческие дороги. Со следующего года планируем обратить внимание на эти дороги. Там идем планомерно, они достаточно капиталоемкие, но продолжим значит, выделять субсидии и на эти дороги. Отдельно хотел остановиться на дорогах Арктики. 2000 километров за последние 2 года было передано из муниципальной собственности в республиканскую. Сегодня значит, в разы уменьшилось количество обращений с арктических районов о тех или иных там проблемах на автозимниках. Мы стараемся их открывать пораньше, как можно раньше, чтобы обеспечить доставку, вот с чего мы начали сегодня говорить. И буквально на прошлой неделе мы дождались 2-ю экспедицию и значит, определили трассировку региональной дороги Яна, которая дойдет до Батагая. Это поручение Арсения Сергеевича. Мы обязательно ее будем строить, и сегодня мы определили план, как бы круг мероприятий, которые должны сделать, и, соответственно, трассировку. Это, более того, она до села Тополиное в следующем году станет круглогодичной. Там уже в этом году построено 2 моста. В следующем году мы планируем сдать еще 3 моста там, и до Тополиного дорога будет круглогодичной. Что говорить, если по мостам, то 49 мостов уже за последние 5 лет построено, и буквально вот на следующей неделе значит, на региональной дороге Мухтуя, которая между Мирным и Ленском, важнейшая тоже для нас дорога, по ней много тоже проблем, публикаций. Да, жалоб много. Да, по ним можно остановиться отдельно, но на этой дороге будет сдан 50-й мост за последние 5 лет, мост через реку Нюй. Вот. Что если говорить по Мухтуе, тут нужно отдельно отметить, что, еще раз, наверное, ряд объективных причин, может быть, и субъективные причины есть, но что мы получаем? До 2025 года должны привести ее в норматив. Вместе с тем у нас 2 участка контракты расторгнуты. Соответственно, мы, скорее всего, эти контракты будем ускоренно финансировать, заново заключаться, ремонтировать. Сегодня там на 2 участках работает более такой подготовленный, так скажем, подрядчик. То есть там в подрядчике дело было, получается, если да, можно так, наверное, сказать. Многие подрядные организации, не только на этой дороге, значит, во многом заходят на конкурсные торги. Не понимая специфики? Нет, не имея, например, там определенных отведенных карьеров по песку или гравию. Недостаточно техники, может быть. И, соответственно, план организации работы, да, производственной. Иногда бывает, насыпят дорожное полотно по всей протяженности. Сразу же после дождя, не закроют его дорожная одежда, и сразу же после первого же дождя это все превращается в месиво. Буквально был там на Касылсыре дорога подъездная, именно так и происходило этим летом так. Отсутствие карьера, там отсыпали полотно, не закрыли одеждой. Соответственно, большегрузные машины все это превращают в большую кашу. И, соответственно, получаем потом негатив, отсутствие проезда и так далее.
Ну, если мы уж про мосты заговорили, то про Ленский мост не могу не спросить. А, Удалось добиться включения в пятилетний план развития дорожной деятельности России. А, Путин еще раз сказал на китайском форуме, да, что этот мост должен быть построен, что там, какие Значит, сроки, что сделано. Да, Но вот действительно. дорога к Табаге, я так понимаю, это все равно часть тоже. Да, дорога Умнас от Покровского тракта до села Владимировка, которая сейчас реконструируется, идет с опережением срока, идет, так скажем, хорошими темпами. Далее продолжим, думаю, через год продолжим подъездные пути с Владимировки до сворота на Табагу. Вот. Что касается самого проекта Ленского моста, то здесь надо отметить, нами подана бюджетная заявка уже на основаниях наличия главгосэкспертизы с подтвержденной стоимостью по второму этапу. Эта заявка в ближайшее время будет рассмотрена. Мы ожидаем увеличить те лимиты, которые предусмотрены сейчас в плане дорожной деятельности в пятилетке, увеличить эти объемы. И, значит, сами работы начать со следующего года, буквально, может быть, если получится, соответственно, начать раньше, конечно, начнем раньше. Но вот хотим дождаться заявки, чтобы плюс еще завершить наш бюджетный процесс в течение формирования бюджета до декабря месяца и, соответственно, уже идти по графику производства работ, корреспондирующий, соответствующий графику финансирования. И уверен, что в самое ближайшее время начнутся работы подготовительные, вырубка зеленых насаждений, завоз инертных материалов. Все это в ближайшее время начнем. Но также президент страны дал прямое поручение по поводу Жатайской судоверфи. Там на каком этапе сейчас строительство находится? Жатайская судоверфь, работы продолжаются. Там есть объективные причины, связанные с удорожанием проекта, подтвержденным тоже главгосэкспертизой, заключением главгосэкспертизы. 64% готовности, практически все оборудование закуплено. Ожидаем поставку оборудования в следующем году. Задача поставлена завершить его до конца следующего года. Работы там продолжаются, там есть в том числе отдельно там пасли, условно говоря, недобросовестные подрядчики. Есть определенные проблемы с установкой отдельных элементов, таких как ворот и так далее. Но в целом работы продолжаются, будут продолжены. Мы держим на постоянном контроле. Буквально завтра очередная сверка часов, и уверен, что там будут сделаны в том числе и определенные организационные выводы. А какие там плановые мощности предусмотрены, какие сроки вообще? 24-й год завершения, и мы уверены, что нужно будет в следующем году уже закладывать первое судно, чтобы в 25-м первое судно уже вышло. Есть проекты, все имеются на руках, проектно-сметной документации. Заказчик тоже определен. Соответственно, я думаю, в следующем году судоверфь будет готова уже параллельно начать строительство судов. Мощность в целом производственная – это 10 судов класса река-море в год. Но, соответственно, это на такие мощности можно будет выходить после завершения всего объекта в целом. Ага. А так, получается, закладка первого судна будет параллельно идти с Да, строительством? мы уверены, что, кроме того, Жатайская судоверфь может выполнять отдельные уже работы по металлоконструкциям, и уверен, что отдельные металлоконструкции могут и быть заказаны у них. Ну что ж, спасибо вам за беседу. Безусловно, для развития республики имеет значение, конечно, транспортная наша доступность, и отрадно осознавать, что не остается без внимания эта отрасль у нас.
На этом выпуск Спасибо. программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.